До начала праздника Ид-аль-Фитр остается совсем немного. В этом году праздничные дни вновь выпадают на период пандемии. В течение последнего месяца количество выявляемых случаев заболевания коронавирусом держалось на стабильном уровне. Снизился уровень смертности. По общему показателю заболеваемости среди 85 регионов страны Ингушетия находится на 43-м месте. Сейчас же наблюдается тенденция роста в сутки от 2 до 5 заболевших. Это создает предпосылки для того, чтобы строить достаточно неблагоприятные прогнозы. Поэтому нами вынесено предложение на очередное заседание оперативного штаба республики о продлении существующих ограничений по новой коронавирусной инфекции на срок, пока предварительно до 10 июня. Грядущие праздники, они связаны с тем, что значительно усиливается миграция населения. Кроме того, что усиливается социальная активность внутри нашей республики, это и походы на рынки, подготовка к праздникам, закупка продуктов, закупка какой-то домашней утвари, проведение ремонтов. Но все это вместе, это и есть как раз вот увеличение социальной активности. Кроме того, увеличивается миграция населения, то есть коренные жители республики, этнические ингуши, они на праздники приезжают из других регионов страны, из-за границы многие едут. И учитывая реалии сегодняшние, когда мы знаем, что практически вся Европа, это и Франция, и Италия, и Великобритания, Германия, характеризуется очень высоким уровнем заболеваемости. В Турции вообще перешли к полному локдауну. Нужно понимать, что идет риск завоза, повышенного завоза заболеваний обратно в республику. В 2020 году из-за ограничительных мер во время праздников удалось не допустить роста заболеваемости. Граждане категории 60+ все еще находятся в зоне особого риска. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора призывают жителей соблюдать противоэпидемические меры. К старшим в этом плане, вот в этом контексте очень серьезно выглядят эпидемиологические риски для этих категорий населения и те опасности, которые могут быть связаны с таким широким массовым празднованием этого праздника, которое было вот предыдущие годы, до 2020 года. Есть обязательные такие вот мероприятия религиозные, массовые мероприятия, которые будут проходить обязательно, куда люди будут приходить в большом количестве, в мечетях будут, в праздничные дни будут массовые моления, поэтому хотелось бы еще раз подчеркнуть, мы письма разослали, в общем-то и работа с духовенством проводится, чтобы в этот период в мечетях соблюдались необходимые такие ограничения, как максимально возможное соблюдение дистанции социальной между молящимися, чтобы соблюдался масочный режим, применялись санитайзеры, шло проветривание. А лучше всего, если молитвы будут проходить при хорошей погоде на открытом воздухе.